Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В ближайшие полчаса с вами я, Алия Хайрудинова. Долгожданное чемпионство! За счет командной игры, собранности и хороших эмоций и зрителей, которые были в этом зале. Как «Динамо» Акбарс снова выиграл Суперлигу, расскажет Дмитрий Аринин. Они переселились сюда более 6 веков назад, но сумели сохранить свои традиции и культуру. Белорусы и татары испокон веков дружили. Даже кухня у них похожа. Даже какие-то национальные, колоритный костюм тоже. Как проживают татары Беларуси. Из Минска репортаж Алии Хайрудиновой. Высший пилотаж. Труднодоступные места десантируемся. В лес, на воду. За масштабными учениями сотрудников Росгвардии наблюдал Рамиль Галиуллин. Волейболистки казанской команды «Динамо Акбарс» в 7-й раз стали чемпионками России. Финальный золотой матч Суперлиги завершился 3 часа назад в столице Татарстана. Решающий раунд плей-офф стартовал 17 апреля. Наши девушки и их соперницы из калининградского «Локомотива» выиграли по 2 матча. Все решила сегодняшняя игра. Как волейболистки Татарстана обыграли одну из сильнейших команд страны и вернули себе чемпионский титул, увидел Дмитрий Аринин. Сегодня, как и на протяжении всей финальной серии, на площадку в статусе фаворита выходят волейболистки «Локомотива». Оформить свое 3-е в истории чемпионство они могли еще на прошлой неделе у себя дома. Но наши девушки отыгрались со счетом 0-2 и вернули решающий матч в Казань. Уступая по ходу первой партии, наши девушки смогли завершить ее в свою пользу 25-22. Калининградский «Локомотив» – одна из сильнейших команд страны. Уже 6 лет команда не опускается ниже 2-го места. «Динамо» Акбарс же в последние годы буксовала. Крайний чемпионский успех был в 2020 году. Финальный матч собрал 1000 болельщиков. Свой фан-сектор был и у гостей. Наших волейболисток пришли поддержать премьер Алексей Песошин, Лейла Фазлеева и главный динамовец республики Азгат Сафаров. Во второй партии, сходу захватив лидерство, «Динамо Акбарс» победила со счетом 25-16. Получается, сколько тебе разрешают играть? Сегодня Казань намного свежие были. У нас силой практически уже видно, что не устала. С внушительным игровым преимуществом динамовки начали 3-ю партию. Сохраняя отрыв в 5 очков, довели решающий отрезок и матч до победы. На церемонию награждения девушки облачились в золотые майки. Команде вручили кубок чемпиона и медали высшей пробы. Мы верили так, как не верил никто. Мы молились, мы держали кулачки, и мы сделали сначала хорошее возвращение в Калининграде, и сегодня мы завершили победу. Ура! Видно сегодня, что первая партия практически решила эти матчи. За счет командной игры, собранности и хороших эмоций и зрителей, которые были в этом зале. Это была сумасшедшая борьба из 5 игр. Мы очень рады, мы очень счастливы. На самом деле я загадывала на Новый год желание стать чемпионами. И на день рождения, когда задувала свечку, и, мечта сбылась, это круто. Эта победа в российской суперлиге стала 7-й в истории казанского клуба. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Еще одна громкая победа в копилке Татарстана. Регбийный клуб «Стрела Акбарс» сегодня впервые выиграл Суперкубок России. В матче с командой «Локомотив» Пенза наши регбисты вырвали победу в серии послематчевых ударов со счетом 3-1. Соперники были чемпионами России 2022 года, а казанская «Стрела» – действующий чемпион. Напомним, в прошлом году казанцы поразили всех своей уверенной игрой. Председателем Федерации регби является премьер Алексей Песошин, сам мастер спорта по регби. И вот сегодня первый в истории нашей команды Суперкубок. Поздравляем «Стрелу Акбарс» с заслуженным трофеем. Всегда игры между «Стрелой Акбарс» и «Пензой», они всегда очень плотные, да, никогда нету разницы больше, чем в 3 очка, да, между командами. Поэтому в конечном итоге нам удалось добиться этой победы, да, и, как хочется сказать, все для зрителей, да, надеюсь, они насладились этой игрой. С триумфом в Суперкубке страны регбийный клуб «Стрела Акбарс», а также волейболисток «Динамо Акбарс» с 7-кратной победой в чемпионате России в своих соцсетях поздравил и раис республики Рустам Минниханов.
Страшное ДТП накануне произошло в Мензелинском районе. Примерно в 8 часов вечера на дороге между селами Верхний и Подгорный Токермен 36-летняя женщина на иномарке насмерть сбила 3 подростков. Им было 9, 10 и 13 лет. По данным прокуратуры, по дороге шли 5 ребят. Погибшие проживали в Набережных Челнах. По некоторым данным, один из них не дожил до своего дня рождения ровно неделю. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не выбрала безопасную скорость движения, совершил наезд на 3 несовершеннолетних пешеходов. В результате дети скончались на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося организована проверка. Прокуратура выяснит причины и условия способствующих дорожно-транспортному происшествию, а также даст оценку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования. Не ждать критического уровня бензина и заправляться заранее. Такой совет водителям дал Автодор после того, как в телеграм-каналах появилось видео пробок на трассе М12 в Нижегородской области. По словам авторов роликов, водители, следующие в Казань, стоят в очереди на АЗС по 2 часа. Автодор призвал заправляться заранее и не ждать, когда горючее будет на нуле. Так как расход топлива у машин примерно одинаковый, водители заезжают в одно и то же время на одни и те же заправки и возникают заторы. Сейчас на трассе М12 от Москвы до Казани действует 3 десятка АЗС и мест отдыха. Пассажирская навигация открыта. В этом году в рейсы выйдут 16 судов, в том числе 2 новых «Метеора» и теплоход. Одно из главных новшеств – запуск онлайн-продажи билетов. Какие новые маршруты появятся, как новые суда оценивают пассажиры и будет ли водная прогулка по Казанке, узнал Искандер Гемалдинов. Ждем получить удовольствие огромное, потому что впервые здесь присутствуем. Думаю, все будет замечательно. Когда потеплеет, обязательно посетят остров Град-Свияжск. А сегодня у семьи Мардановых мини-путешествие по Волге. Впервые на теплоходе. Билеты купили онлайн. Для речных пассажирских перевозок это новшество. То, что нововведения ввели в продажу дистанционно, насколько я понимаю, это тоже очень удобно. Во всем мире к этому идут, потому что стоять в кассах не очень удобно. Когда ты можешь спокойно в интернете приобрести билеты, это удобно. Татьяна Чуднова приехала из Владимирской области. С семьей часто путешествует по всей стране и предпочитает речной транспорт. Ожидаю увидеть также центр Казани со всеми достопримечательностями. И в дальнейшем еще хотела бы также на теплоходе покататься, посмотреть вечернюю Казань со всеми огнями. Потому что в Питере именно вечерняя поездка была незабываемой. Ну что, добрый путь! Растет интерес, растут и требования к сервису. В этом году пассажиров будут обслуживать бортпроводники, которых флот Республики Татарстан подготовил совместно с Аэрофлотом. В эту навигацию будут работать 16 судов, в том числе 2 новых «Метеора» Михаил Девитаев и Муса Джалиль, а также теплоход «Капитан Гусев». Их судоходная компания получила в прошлом году. Кстати, на теплоходе установлена одна из самых современных приборных панелей. Такими же в ближайшее время будут оснащены все суда. По управляемости, как я говорил, она уже довольно-таки хорошая. Навигация тут новая. Судно сравнительно новое, этим все сказано. В самой работе почти ничего не изменилось. Меняется только структура и суда. А в принципе, также перевозка пассажиров. Туристы, пассажиры. Они для этого предназначены. Основные направления речных перевозок – Ульяновск, Чебоксары, Свияжск, Болгар, Верхний Услон, Тетюши, Печище. Есть и речные прогулки по Волге. Мы же, как социально значимое предприятие, прежде всего, конечно, были созданы для того, чтобы осуществлять наши социальные перевозки. Нужно понимать, что это наше приоритетное направление, и мы будем этим определенно точно заниматься. И мы уже занимаемся этими перевозками. Мы планируем все-таки, наверное, с середины лета начать и межрегиональные круизные перевозки. Мы сейчас к этому идем планомерно. Но и, как я уже упомянул, это вопрос по межрегиональным скоростным перевозкам. В будущем планируются прогулочные туры по Казанке. Искандер Гемалдинов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. На Голубых озерах в Казани завершается подготовка всех купелей для плавания. Они расположены у истоков водоемов. 2 из них уже полностью готовы. Напомним, по постановлению правительства на территории заказника запрещены дайвинг и купание. Ограничение распространяется на малое, большое и проточное голубое. Теперь купание разрешено лишь в специально отведенных местах. По словам специалистов, мера необходимая. Лазурные воды, ставшие визитной карточкой не только Казани, но и всего Татарстана, давно нуждаются в защите от бесконтрольных посещений.
Казани. Рамиль Галиуллин прошел по каскаду озер и оценил изменения. Ощутить прозрачную ледяную гладь или просто пройтись вдоль берега. Уникальная местность Голубых озер с каждым годом все больше притягивает людей. Айдар Кадыров вместе с семьей регулярно приезжает сюда из Елабуги. В этот раз заметил новые береговые убранства. С каждым годом все что-то больше, что-то вводят, что-то где-то изменили, где-то добавили. Очень приятно видеть. Появились 5 купелей. Для посетителей просторные раздевалки. Для схода в воду деревянные настилы. На сегодня полностью готовы 2 из них. Остальные завершат в течение недели, отметили в Институте развития городов. Купели расположены так, что вода сразу уходит в Казанку. Дно озер остается нетронутым. Очень рада, что вы открыли такой купел. Мы будем ходить, будем отдыхать. Ввод купелей и запрет на купание на самих Голубых озерах позволит снизить антропогенную нагрузку на заповедник. В любое время и в любую погоду желающих полюбоваться на каскад Голубых озер всегда много. Турпоток здесь давно перевалил за 120 тысяч человек в год. Это, по словам специалистов, и привело к ухудшению состояния экосистемы. Кроме купания, лишь в специально отведенных местах. Теперь территория заказника закрыта для ночного посещения. С мая по август ограничения действуют с 10 вечера до 5 утра. С сентября по апрель с 6 вечера до 8 утра. Территория заказника Голубые озера является излюбленным местом отдыха граждан. Граждане, находящиеся на территории заказника, могут даже не подозревать, что они находятся на особо охраняемой природной территории. Основные нарушения, которые выявляются здесь, это у нас заезд автотранспорта, стоянка автотранспорта в неположенных местах, а также разведение костров, за что предусмотрена административная ответственность. Голубые озера нуждаются в охране. Так считают и сами казанцы. Если для этого отведут именно конкретные места, точки для людей, где можно не только просто посмотреть достопримечательностью этого озера, но и покупаться, понырять. Я думаю, это будет полезно и для природы самой, и для людей. Каждый приехавший сюда человек, он же еще оставляет после себя мусор, а Голубые озера являются памятником природы регионального значения, поэтому с одной стороны посещение нужно, но с другой стороны ограниченное посещение. Конечно, порядок, во-первых, навели. Сразу видно, что подход правильный, порядок нужный, и чистоту в любом случае люди соблюдают, когда благоустройство у нас ведется. По словам специалистов, купели лишь первый этап масштабного преображения озер. К 2025 году здесь появятся эко-ворота, организованные точки входа, также несколько парковок, прокат снаряжения и эко-станция для контроля состояния воды. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Казани готовят к изданию «Самоучитель татарского языка». Как научиться говорить на родном языке быстро и качественно, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов посетил национальный праздник Туркменистана – День Ахалтыкинского скакуна. Визит состоялся по приглашению руководства страны. Также Раис Республики провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В прошлом году товарооборот вырос и составил $52 миллиона. Есть потенциал в нефтедобыче, промышленности, энергетике, АПК. Запланированы Дни культуры Туркменистана в Татарстане. В ходе встречи отметили важность обмена опытом, в частности, интересен опыт ремесленников Туркменистана. Договорились о взаимодействии по линии Духовного управления мусульман. В Ашхабаде Рустам Минниханов встретился с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Раис Республики поздравил его с национальным праздником от себя лично и от имени группы стратегического видения России «Исламский мир». Поблагодарил за личную поддержку сотрудничества Татарстана и Туркменистана и пригласил делегацию на Казан-форум. Вопросы сохранения национальной идентичности Всемирному конгрессу татар задали татары Белоруссии. Такие большие встречи с представителями общественных организаций братской для Татарстана страны проходят регулярно. Сейчас в Республике Беларусь проживают около 8,5 тысяч татар. Коренные уже потеряли свой родной язык, приезжие еще стараются на нем говорить и общаться. Сохранить идентичность, как и 6 веков назад, помогает религия. Сегодня в Беларуси 10 мечетей хотят восстановить еще одну Довбучскую, построенная в 16 веке, она уже 35 лет в разобранном виде лежит в музее. В благом деле большую помощь окажет Татарстан. Какие предложения Конгресс готов взять в работу в следующем репортаже. Минск, сердце Белоруссии. Город-герой встретил нас с пасмурной погодой. На улице +7.
Здесь тоже проживают наши соотечественники. Татары переселились сюда более 6 веков назад. Они защищали границы этих земель, считали ее своей, родной и много работали. И несмотря на то, что много веков они проживают вдали от исторической родины, им удалось сохранить свою культуру, традиции и свою идентичность. История татар Белоруссии началась более 6 веков назад, со времен Золотой Орды. Их приглашали для несения военной службы. Татарам дали право исповедовать свою религию, строить мечети, открывать медресе. Наша задача, если мы не сможем восстановить мечеть, а хотелось бы восстановить, очень, потому что у нас все народности равны. Делегации из Татарстана показывают то, что осталось от Довбучской мечети. Ее построили в середине 16 века. Храм был одним из крупнейших на территории Белоруссии. Содержать мечеть помогали сами татары. Платили по 2 золотых со двора. В 1989-м полуразрушенное здание разобрали и передали в Белорусский музей народной архитектуры и быта. В планах реставрация. В благом деле примет участие и Татарстан. Если помещение брать мечети более объемной, эти артефакты можно красиво вписать в стену и стеллажи мечети и сделать их как музейный экспонат. Мы уверены, что мы восстановим нашу мечеть, нашу, я говорю, потому что это общая задача. И для нас очень ценно, чтобы в нашем музее, белорусском государственном, единственном музее Скансена Белоруссии, были представлены все направления вероисповедования, чтобы люди могли приехать и помолиться. В Минске много мест, которые хранят историю татар. Вот проспект Победителей. Раньше его называли татарскими огородами. Непроходимые болота татары превратили в огромные плантации, где выращивали овощи и зелень. В центре Минска, на улице Грибоедова, у татарского сквера, находится и главная мечеть страны – Соборная. Главным для нас, скажем так, ориентиром в нашем духовном развитии является Духовное управление мусульман Татарстана. Тесную связь с Татарстаном подчеркивают и в Духовном управлении мусульман Белоруссии. Недавно здесь на белорусский язык перевели Коран. Большую помощь оказал муфти Камиль Хазрат Самигуллин и духовные деятели нашей республики. Действительно, та работа, которая проводится Духовным управлением мусульман Татарстана, в наших глазах она имеет очень высокий вес. Поэтому в нашем духовном пути, в нашем духовном развитии мы ориентируемся сугубо на то, как строится работа именно в ДумРТ. Очень важно то, что даже в братской Белорусской республике мы живем здесь комфортно, с пониманием. И так было всегда. Татары стали настолько своими, что потеряли свой язык, говорят в Дум Белоруссии. Чтобы все же сохранить свою идентичность, разработали свою письменность. Так появились китабы, книги на старобелорусском языке, написанные арабской вязью. Такие дневники рода были в каждой семье. Теперь хранятся в музее при Соборной мечети. Таким самым образом, белорусские татары, помимо того, что они сохранились как татары, как мусульмане на землях Беларуси, они также позволили сохранить белорусам свой белорусский язык. В сегодняшний день эти книги являются очень важным источником для изучения оригинальности белорусского языка, для, опять же, белорусских лингвистов. Но татарскую речь услышать в Минске еще можно. Четверть века работает Международный общественный центр Чишмя, «Родник». Сюда в основном приходят приезжие татары. Фагиля Матшина из села Куюк Ярыкса-Мамадышского района. Ее семья переехала на белорусскую землю, когда она была еще ребенком. До сих пор с трепетом вспоминает малую родину и даже написала книгу об истории своего рода. Они очень часто пели песни татарские. Они были очень грустные. Урман о своей деревне, о своем ауле. И чтобы сохранить, Мин съездила в село Куюк-Ярыкса и прошла тропками теми, где жили мои родители. Отношения между двумя нашими странами все крепчает, и дружественные отношения сохраняются. Этому подтверждаются и экономические наши взаимоотношения, и культурные взаимоотношения. И куда бы мы ни обращались за помощью, мы всегда чувствуем и государственную поддержку. То есть татар любят? Татар здесь любят, уважают и знают. С точки зрения экономики, между Республикой Татарстан и Белоруссией ежегодно увеличивается товарооборот.
Очень много проектов, куда мы приходим, которые к нам приезжают и приходят. Белоруссия на протяжении многих лет входит в топ-10 партнеров Татарстана. Товарооборот превысил $1 миллиард. Задача – увеличить его в 2 раза. Большой интерес в области автомобиля, авиастроения, нефтегазохимии, сельском хозяйстве, здравоохранения. В российском посольстве в Белоруссии Василий Шейхразиев встретился с Борисом Грызловым. Здесь он представил полномочного представителя Татарстана в Белоруссии Ильхама Кашапова. Встреча с чрезвычайным полномочным представителем России в Белоруссии прошла за закрытыми дверями. Впереди много задач. Это реконструкция Довбучской мечети, это проведение Сабантуя, и это, конечно же, сохранение дружеских отношений между двумя братскими народами. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Минск. В Татарстане прошли учения Росгвардии по десантно-штурмовой подготовке. На аэродроме Лаишевского района бойцы СОБРа отработали навыки десантирования и эвакуации в боевых условиях. Они следят за безопасностью на земле с воздуха, контролируют крупные международные события, ликвидируют чрезвычайные ситуации и даже с неба ведут поиски преступников. Нередко авиаотряд вылетает на помощь и в другие регионы. Служит в отряде и единственная в стране девушка-пилот. Маневры с воздуха в репортаже Рамиля Галиуллина. Благодаря ювелирной точности и технике пилотов вертолет зависает в воздухе на минимальной высоте. Это позволяет личному составу безопасно десантироваться по канату и занять позиции. Это учение, но для бойцов СОБРа все как в реальности. Они не показывают лица, не раскрывают имен и званий. Все потому, что их работа секретная. Они борются с терроризмом и противостоят организованной преступности. Труднодоступные места десантируемся. В лес, на воду, там, где не проедет машина, на крышу здания. Штурмовые группы могут десантироваться в любой местности и в любую погоду. Но не менее важная задача – эвакуация с места ЧП после завершения спецоперации. Учения сотрудники Росгвардии проводят на вертолете Ми-8. Его грузоподъемность 4 тонны, вместимость до 25 человек. Прыжки бойцы выполняют на высоте 30 метров. Все задачи из реального опыта СОБРа. Рисковать жизнью приходится при выполнении боевой задачи. За свою родину больше, поэтому они и здесь. Стальной характер, да, смотришь на него. У нас есть люди, которые, когда страшно, смотришь на него, и уже не страшно. Элемент неожиданности едва ли не главное их оружие, особенно когда ты женщина. Казанский авиационный отряд уникальный в России. Настя – единственная на всю страну девушка-пилот Росгвардии. В каждой профессии есть свои особенности, конечно. И управлять вертолетом – это не простое дело. Но самое тяжелое – это выдерживать место висения и высоту висения необходимую. Чем выше высота висения, тем тяжелее вы выдерживаете место. Как работает элитное подразделение, сегодня показали не только журналистам, но и казанским школьникам. Мы с командой, мы занимаемся спортом карате. Для нас это был хороший опыт, и мы приехали вообще классно. Мне очень понравилось, очень интересно. Они крутые, сильные. Такие учения проходят дважды в год. Отрабатывают навыки в воздухе, чтобы на земле было спокойнее. Рамиль Галиуллин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Лаишевский район. Сливы, яблони, вишни, а также декоративные кустарники украсят территорию нового казанского хосписа «Наташа». Министры, депутаты, общественные деятели, а также неравнодушные горожане присоединились к акции «Урман-фест». Саженец от имени нашего телеканала высадил Рамиль Шайдуллин. У 6-летней Дарины важный день. Девочка верит, через пару лет маленький саженец станет крепким деревом. Большое. Давайте. И таких, как Дарина, сегодня много. Все они участники акции «Урман-фест». Дети и взрослые, рабочие и депутаты, учителя, врачи, общественники. Одной большой командой облагораживают двор нового казанского хосписа. Прежде всего, потому что, конечно, мы все поддерживаем то, что делает Владимир Владимирович. И он, по его инициативе у нас появился такой хоспис. И мы очень все верим, что это обязательно расцветет. Казанский хоспис «Наташа» строили 4 года на пожертвования жителей, бизнеса и республиканского бюджета. В феврале Владимир Вавилов, инициатор строительства хосписа, презентовал новый дом без боли главе государства. Тогда Владимир Путин лично отметил заслуги своего тезки и поблагодарил всех причастных. Благодаря таким людям, как вы, решаются очень психологически тонкие
такие сложные, но такие важные для конкретного человека и для общества в целом задачи, как помощь людям, которые в ней особенно нуждаются. За 2 месяца работы хосписа паллиативную помощь, а вместе с ней психологическую и социальную поддержку получили 90 человек. Когда невыносимая боль или просто, значит, не хватает общения, здесь созданы великолепные условия. И их должно быть, наверное, много. Поэтому к нам приезжает, изучает. Видите, вот сейчас вдоль забора будет вишни, чтобы они цвели как сакуры, чтобы красиво было. Там яблони и сад. Здесь кусты будут все цвести, все будет сразу. Владимир Вавилов уверяет, хоспис станет местом, где пациенты будут по-настоящему счастливы. Здесь я хочу, чтобы все цвело, чтобы глаз радовал не только внутри, а снаружи. Сейчас здесь 55 пациентов. Есть и проходящие реабилитацию участники СВО. Возраст получающих помощь от 30 и до 90 лет. Галине Чижиковой 88. В теплую погоду любит проводить время во дворе. Я рада прямо. Сколько зелени будет. Организаторы привезли больше 500 саженцев, 300 кустарников и 200 деревьев выделил Минлесхоз Республики. Цель акции сразу 2 благих дела – помочь природе и порадовать пациентов. Сам хоспис, я считаю, очень благое и хорошее дело. И наше мероприятие, оно соединились 2 в 1. Эти саженцы кустарника, носящего необычное название пузыреплодник коленолистный, одни из самых интересных в семействе розовых. Они очень быстро приживаются и расцветают, так же как люди, проходящие здесь лечение, часто буквально обретая вторую жизнь. И там в этом помогают люди. В этом случае медики, а здесь все причастные к этой богоугодной акции. В ней решил принять участие и наш телеканал. Это благое дело. Сажать деревья в таком месте. По словам организаторов, саженцы зацветут уже этой весной. Первые бутоны появятся в мае. Рамиль Шайдун, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмесис. В предстоящие сутки в Татарстане будет довольно тепло, но дождливо. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Кукмаре и Арске облачно с прояснениями, временами осадки. Температура днем от 15 до 20, ночью 11-12 градусов тепла. В Буинске, Апастово, Кайбицах температура днем 18-21, ночью 11-13 со знаком плюс. Здесь тоже облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Черемшане, Аксубаево, Мамадыше пройдут дожди. Будет переменная облачность. Температура днем 16-18 градусов выше 0, ночью 11-12. В Нижнекамске, Агрызе и Менделеевске область с прояснениями. Дождь. Здесь чуть прохладнее. 14-15 градусов днем и 8-11 ночью. В Альметьевске, Лениногорске и Бугульме переменная облачность. Местами осадки. Днем плюс 14-16. Ночью плюс 9-10. Небольшие осадки обещают и в туристических городах республики. В Свияжске облачно с прояснениями. Дождь. Температура около 20 градусов днем и около 12 ночью. В Волгород днем плюс 19, ночью плюс 12. Здесь переменная облачность, без осадков. В Елабуге облачно с прояснениями. Прогнозируют дожди. Температура днем 16 градусов, ночью 11 градусов выше 0. В Казани тоже ожидаются небольшие осадки. 20 градусов днем и 12 градусов ночью. Атмосферное давление выше нормы, 761 мм ртутного столба. Ветер около 6 метров в секунду. Он будет дуть с северо-запада. Влажность 38%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и ярких выходных.